борьба. То есть это не замороженный конфликт, это довольно активный конфликт. И нельзя переходить к другим пунктам порядка дня. Сабина, скажите, пожалуйста, вот вы наблюдаете за ситуацией на Донбассе, конечно же. Вы верите в то, что там может произойти какое-либо урегулирование, что там могут быть какие-то миротворческие силы? Ведь мы знаем, что Владимир Путин сейчас дал указание проводить там выборы, и никаких шагов к тому, чтобы допустить туда миротворцев международных, нет. На ваш взгляд, это конфликт именно в этом части, оккупированной части Украины, для Путина, вот тут пусть не пойдет на уступки или пойдет? Мне кажется, что необходимо, как и ранее, рассматривать, каким образом требовать того, чтобы был введен миротворческий контингент. Но нужно говорить также и об условиях. Это не может произойти, скажем, в интересах Путина. Он не заинтересован в том, чтобы была укреплена украинско-российская граница. Поэтому, конечно же, нельзя добиться в данный момент консенсуса, но необходимо делать все необходимое для того, чтобы там, я не так пессимистично настроена. Мне кажется, что в средней перспективе это было бы возможно, в среднесрочной перспективе это было возможно, но в любом случае необходимо ограничивать. Путин хочет усилить свое влияние в том регионе. Это абсолютно четкая цель российской политики, и нельзя упускать это из виду. К сожалению, на мой взгляд, европейская политика, она имеет двойные стандарты по отношению к аннексии части Украины. Путин аннексировал Крым и официально присоединил его к России. Путин аннексировал Донбасс, но сделал там другой вариант. Он не объявил о присоединении, а создал две абсолютно фейковые республики. И почему, на ваш взгляд, в данном случае европейские политики и европейские СМИ тоже не называют аннексию своими именами, что Донбасс точно так же, как Крым, оккупирован Россией? Просто в данном случае преступник назвал одно преступление так, а другое преступление не назвал аннексией. И мы идем на поводу у Путина, европейские политики идут на поводу у Путина, они говорят: окей, если ты не говоришь, что это оккупация, то и мы не будем говорить. Будем говорить, что это какой-то конфликт там с какими-то сепаратистами, и непонятно, откуда у них оружие, хотя все понимают на самом деле. Имеется очень много информации, достаточно информации о том, что это не просто там несколько сепаратистов или, например, российские солдаты во время отпуска ведут там какие-то боевые действия. То есть то, что там происходит, это, конечно, связано с величайшей активностью России, которая пытается там дестабилизировать ситуацию. То есть, конечно, формально это не аннексия, но там возникла оккупированная территория, которая это является частью российской политики. И это не независимые люди, которые хотели бы добиться чего-то своего. Просто они полностью зависимы от России. И это совершенно очевидно, что ситуация такова. Возможно, кому-то это не нравится слышать об этом. Они говорят, что слишком критично, слишком жестко тогда относимся к России, но необходимо выкладывать факты на стол и все время напоминать об этом Путину, чтобы он знал, что он помнил, что там происходит. Вот. То есть нельзя находиться в позиции прощения какого-то и уступок. А вам не кажется,